Спорт, в частности, один из самых массовых его видов, вольная борьба, во все времена был очень популярен. Малгобек и его район в свое время были кузницами борцов вольного стиля, прославлявших наш край на всю страну. В таком небольшом фоке воспитываются настоящие чемпионы под чутким руководством тренерского штаба. Наставники в течение времени меняются, но цель у них всегда одна и та же – стать теми, кто приведет команду Ингушетии к триумфу в соревнованиях любого масштаба и уровня. Подхватив знамя победы города воинской славы в новейшей истории и основанный совсем недавно спортивный клуб «Кушт», находящийся на территории ФОКа имени Исы Тумгоева, выдающегося борца и тренера этого города. Открытие клуба стало большим подарком для местных жителей, в частности для спортсменов. Открытие клуба «Кушт» в Малгобеке, естественно, большое значение имело для города и в целом для борцовского сообщества города. Почему? Потому что в клубе собрались хорошие ребята в плане спортивной выучки, дисциплины. Надо отметить, что под руководством такого именитого спортсмена, как Мусаев Ибрагим, ребята консолидировались, собрали свои умения, навыки, силы. Большую благодарность хотелось бы объявить Куштову Баширу, который все это проспонсировал, организовал. Под знаком Кушта собрались ребята с города, которые имеют большой потенциал в борьбе. И я надеюсь, что этот потенциал будет реализовываться. Сегодня уже можно отметить достижения этого клуба, которых не было на протяжении долгих лет. Соответственно, я своего ребенка привел в этот клуб для того, чтобы он мог перенять опыт, который накоплен у этих ребят. Опыт колоссальный. И результаты, которые они показывают на соревнованиях, то отношение к спорту, которое проявляет, это показывает то, что, в принципе, у клуба есть будущее. И я надеюсь, что своей малой родине флаг они будут поднимать на многих соревнованиях результатом достижений, которые будут на этих соревнованиях. Холодно ли на улице, жарко ли, для этих ребят капризы погоды не помеха. Ежедневно, 7 дней в неделю и 365 дней в году они готовы тренироваться, чтобы стать лучшими. Разумеется, каждый спортсмен следует только этой цели – быть первым в своем виде спорта. Только усердием и трудолюбием можно добиться успеха, а как раз такие ребята здесь и собрались. Давай, пошла борьба! У нас утренняя тренировка идет 7:15, начинаем. 40 минут, 45 минут мы идем, делаем пробежку, упражнения на спортивные упражнения свои разогревающиеся. Ничего такого, как обычно. Для спортсмена это обычная утренняя тренировка. Я не думаю, только направленные упражнения, борцовские упражнения, вот в парах, которые они делают, там, отрабатывание, приемы, вот это и все. На каждом своем виде, по-своему, наверное. Давай, давай, брусишь хаел, эй! Турники жави, анар, брусишь хаи!
Понятное дело, что в клуб Кушт могли попасть только лучшие спортсмены. Отбор был не сказать, что жестким, но в каждой весовой категории на областных или федеральных соревнованиях теперь можно выставлять по несколько человек от этого клуба, что говорит о серьезной конкуренции и уровне развития вольной борьбы. Несмотря на то, что этот клуб открыли недавно, его спортсмены уже успели заявить о себе на мировой арене. Отсюда разорвать захват, зайти из-под ключа, разорвать захват, зайти из-под ключа. Туда, двигаться. Теперь еще. И Мураду есть стейпа, на кочергу. Пока я здесь делаю действие, он подворачивается на кочергу. В другую сторону. На прямой руке. Захват, разрывать, желать. В этот момент на прямую руку делайте атаку на кочергу. Мы давно думали о клубе. Нам нужен был клуб в республике, потому что у нас хорошие ребята здесь, над которыми, если можно поработать, повозить их на соревнования, на сборы, поработать с ними на месте, будут хорошие результаты. Тренировки в спортклубе проходят не только в стенах ФОКа. Не забывают тренеры о работе над выносливостью. К примеру, каждую среду и субботу у спортсменов кроссовый день. Тренировки проходят на городском стадионе. Сама система подготовки базировалась в субботу, в среду кроссы, на выносливость. Сегодня тренера, которые приехали из-за границы, дзюдо вроде отменили, кроссы отменили. То же самое делают и вольники сегодня. Многие тренера считают, что это правильно. Но все находится в процессе эксперимента. Вольная борьба – один из самых энергозатратных видов спорта, поэтому с ребятами работает хорошо укомплектованный тренерский штаб. Их задача сделать так, чтобы при выходе на ковер спортсмен чувствовал себя на все 100% подготовленным. Задача же спортсмена – выложиться по полной и оправдать доверие тренера. Пока что сбоев в этой тактике не было. Приготовились! Пошли! Скорость нужна, скорость, давай, ускорение, Ваха! Быстрее надо делать! Быстрее! Переход! Пошли быстрее! Бежать! Мы делаем сначала, разминаются, они делают вот эту разминку, которую вы видите. Потом идет их процесс подготовки приема, они отрабатывают первый промежуток приема, они подводят себя к приемам. Потом идет борьба в захватах у них, отрабатывают отрезках они.
потом идет схватки, потом уже идет индивидуальная программа с каждым. Как мы уже говорили, тренировки здесь не прекращаются. Даже в месяц Рамадан для того, чтобы не терять форму, спортсмены проводят игровую тренировку. Соблюдая пост, не каждый спортсмен сможет часами бегать и прыгать. В такой ситуации риск получить травму возрастает. Ну а игра в баскетбол, которую в этот раз выбрали ребята из спортклуба «Кушт», полностью подходит под требования тренировок, развивая вестибулярный аппарат, ловкость, выносливость и другие качества, необходимые для борца. Таким образом, баскетбол становится важной частью тренировок Рамадан. Кушт, естественно, помогает, очень даже помогает развитию вольной борьбы. Это очень уже дает свои плоды, очень сильно. Явно начали, результаты хорошие пошли. Это хорошо, но нельзя сказать, что не было результатов, потому что у нас были всегда результаты. И Картоев, Калой, и Ибрагим Мусаев, все участвовали. Вольная борьба – это такой вид спорта. Здесь предугадать нельзя, но весь состав клуба «Кушт», можно сказать, уже в любых соревнованиях могут участвовать и занимать первые места. Все, что им понадобилось в клубе, и у них все есть. Это самое главное. Да. В зале тренируется чемпион исламских игр, бронзовый призер прошедшего недавно в Дагестане турнира памяти Али Алиева и победитель чемпионата Азии 2018 Муслим Евлоев. Он так же, как и его одноклубники, поддерживает себя в форме с помощью легких тренировок. Проведя сборы в Дагестане, Муслим готов выйти на ковер в любой день и на любом турнире. Где-то 2 недели назад у нас в Республике Дагестан, в городе Махачкала, был двухнедельный сбор. Там мы потренировались, очень хороший сбор был. Там как раз чемпионат Европы было. И там все с Беларуси, все команды собрались со всех стран. И мы там хороший сбор провели. И после сбора там международный турнир был имени Али Алиева. Там отборолись. Я там 3-м стал. Ну, в родном зале все свои, с ними с детства вырос, поэтому здесь с настроением приходишь каждый день. И мы где-то до 1,5 часа, 2 часа до ифтара здесь тренируемся, легкую тренировку проводим. И после игры у нас бывает, после игры легкая отработка и после расходимся. После Рамадана у нас, иншаллах, где-то через 2 недели сбор будет в Махачкале. После сбора, если получится, в Грузии турнир есть, в Тбилиси, там отборемся. Помимо уже заслуженных мастеров в вольной борьбе, в зале тренируются и более юные борцы. Общение со старшими товарищами, у которых можно брать пример. Вот цель, которую они преследуют. Совместные тренировки с именитыми борцами им, разумеется, идут только на пользу. Результат – первые места на различных соревнованиях. В конце апреля черкесского хаоса на Россию отборерсиз. Тегичи присхватки ахтарас. Тот хаоса первый войны халхар мотиги ахтарас. Схватки халхар бадраач. Хери сили черси борсу чани оттеш. Мусадяк этим чани тагер котти войны первого вашта деларсы. Хандмархи бот бо же огдука иградей тахсихка конце бороться деш отработки жуах. Ташин сахта иштма бо бос один ацатринок юахсара. Халхул бадраач. Мардас хатно хоч халхул خي أتلي خجي إشتغل تا ترينر جي كذي كأي تنبوت خو كذي كنا جروز كذي إشت دابود إشتغل كمان خبرت. دعوة عند بيجاش كسرين ولا كيتشي ويجي حميدة. عند مارخي بوت دابو جي هاي شالش كراخة سالخش كراخة تمجدر تورنير سيلش كا تيجي لطوي جوسان تيجي تيجي В числе спортсменов клуба и именитый борец, боец, грэплер, самбист и просто хороший человек Молсар Боков. Этот парень успевает на все соревнования практически в любом виде единоборств и везде успешно выступает. Последнее достижение – первое место на чемпионате России по панкратиону, второе в карьере и отбор на чемпионат мира. Последнее достижение – первое место на чемпионате России по панкратиону, второе в карьере и отбор на чемпионат мира, который он уже выигрывал годом ранее. Также и триумфальный бой по ММА под эгидой М1 Global. Еще один большой шаг к титулу. После чемпионата России по панкратиону в финале я получил травму, залечивал
сейчас начал снова тренироваться, готовиться. В октябре у меня уже чемпионат мира будет. Буду готовиться. Так потихоньку восстанавливаюсь. Что касается выступления в ММА, есть ли какие-нибудь подвижки относительно следующего боя? Не было предложений пока? Но у нас сейчас идет разговор о контакте на бой после праздников. Сейчас, думаю, или в конце июня, или в начале июля, думаю, проведу тоже один бой. Насчет борьбы намного легче, не такой уж травмоопасный вид спорта. Борьба очень сама по себе легкая, хороший вид спорта. Так тренировки у нас хорошо идут. У нас тренировки начинаются с 11 до часу дневные и с 5 до 7 часов вечера. На данный момент я выступаю за спортивный клуб «Кушт». Меня поддерживает Башир Кушту, президент и основатель клуба. Также Магомед Мусаев, наш тренер, тоже наш брат. Понятно, что Магомед подтягивает тебя по вольной борьбе, хотя, в принципе, ты уже и так мастер спорта, но ударной техники кто с тобой работает? Здесь ли ты занимаешься по ударке? Или... Да, в ударке тоже я занимаюсь здесь. Также здесь есть школа бокса, занимаюсь у Булгучева Тимура. Также езжу в другие спортивные клубы. Провожу с ними вместе тренировки, тоже занимаемся с остальными бойцами. По завершении тренировки настает время для коллективного размовения. На площадке в Малгобеке накрыты столы, за которые могли сесть не только спортсмены клуба «Кушт», но и любой желающий. Так что помимо здорового образа жизни эти ребята проповедуют и благотворительность.